После путинской пресс-конференции Рамзан Кадыров провел свою, где ответил на различные вопросы. В отличие от Путина, который заставил всех журналистов получить QR-коды, сдать по 3 ПЦР-теста, пройти через рамки серебряной пылью, надеть медицинские маски с частицами серебра, соблюдать социальную дистанцию, а сам сел от них в другом конце зала, у Кадырова все было гораздо проще. Также отмечу, что все присутствующие здесь лица прошли вакцинацию, имеют необходимые документы, справки. Поэтому по решению Роспотребнадзора ношение масок в этом зале не обязательно. Другое отличие было в интерьере. Судя по стульям, на которых расположились приглашенные на мероприятие в Грозном, падишах тут не один, а каждый. Мебель, пол, люстры, налоги россиян придали этому мероприятию блеска и красоты. На пресс-конференции поднимались самые разные вопросы, в том числе и местного характера. Я прошу журналистов, чтобы они максимально задавали вопросы, не те, которые дежурные, которые бывают, а реальные вопросы, проблемные вопросы, что хочет народ от нас услышать, какие реальные у них проблемы, и чем мы должны заниматься и чем мы должны бороться. Рамзан Ахматович, в последнее время бродячих собак на улицах города становится все больше. Прошу показать один из видеовопросов на экране. Одна из злободневных проблем – это работа общественного транспорта в столице Чеченской Республики. Пожалуйста, видеовопрос на экран. Жители Грозного регулярно сталкиваются с проблемой, что в городском водопроводе течет ненадлежащего качества вода. Вот такие вопросы призваны показать, что проблем масштабнее в республике якобы нет, и первому лицу региона приходится обсуждать маршрутки, бродячих собак и некачественную воду в отдельных домах. Мы же остановимся на тех вопросах, которые нам с вами наиболее интересны. У Кадырова поинтересовались по поводу продления его сроков правления, ведь обнулившийся Путин обнулил сроки и остальным главам регионов. Но это не значит, что все они будут править вечно. Закон писали в первую очередь именно под Кадырова и Собянина. Такой наивный и риторический вопрос рассмешил как самого его задающего, так и Кадырова. Согласно новому закону об организации власти в субъектах Российской Федерации, губернаторам и главам регионов разрешается баллотироваться, избираться после истечения 2 сроков подряд. Будете ли вы дальше баллотироваться на пост главы Чеченской Республики? Близкий человек другой, именно даема общаться здесь получается, и срок чекивал, дальше. Отвечал Кадыров на чеченском, а из этого языка я знаю только слово «дон», которое он вставляет не по разу в каждое предложение, и на этом мероприятии произнес, наверное, больше 1000 раз. Столько раз, сколько кашлял Путин на своей пресс-конференции, столько раз Кадыров произнес слово «дон» на своей. Но ответ, впрочем, очевиден. Он, как и Путин, не может уйти с поста от народа, который сам его не отпускает. Зря он, что ли, на выборах в этом году установил мировой рекорд, набрав 99,7% голосов избирателей. Больше него в Чечне получал только Путин в 2012 году на президентских выборах. Явка тогда составила 99,59% жителей Чечни, на которых Путин получил 99,73% голосов, на 0,03% больше, чем Кадыров в этом году. Следующий вопрос был про его заявление в телеграм-канале, где он обвинил руководство Турции в поддержке террористов, которые укрывают беглых чеченских оппозиционеров и дают название парков в честь Дудаева. Рамзан Ахматович, недавно вы сделали заявление по поводу, по турецкому вопросу. Есть ли ответная реакция, и если ее не будет, не захотите ли вы переименовать какой-нибудь парк в Грозном именем Джалана или Гюлена, например? Спасибо. На самом деле, Аджалан, тоже, как в свое время, наш Дудаев, если они так оценивают его, тоже был, за свободу, за независимость,
В свое время турецкое государство, обещало Российской Федерации, что не будут помогать Дудаеву, если его, они не дадут ему, убежище, Хотя 100% все депутаты, Государственной Думы, проголосовали, дать, Öcalan'u, убежище, в нашем государстве, были определенные договоренности, что турецкое государство не будет поддерживать режим дудаевский. Ну, прошло столько-то времени, в свое время Эрдоган открыл, какую-то улицу, прошло столько-то лет, там, опять же, кучка людей, которые находятся в федеральном розыске, которые похищали людей, которые, убивали людей, эти же люди собрались, и открыли якобы парк имени Дудаева. Это, я считаю, неправильное отношение, хотя мы не союзные государства, но с турецким государством в России есть хорошие, доброжелательные отношения. Наши президенты общаются, дружат нам. Но я считаю, что президента и президентскую политику подставили те муниципалитеты, которые находятся в городах и районах. Не все мэры городов, не все муниципалитеты поддерживают Эрдогана. И я думаю, что руководство государства примет правильное решение, и дадут правильный ответ. Министерство иностранных дел, это не входит в мои компетенции. Я международными вопросами не занимаюсь, я просто высказался, потому что мне это неприятно из-за этой ситуации. Хотя я был в то же время за Дудаева, я думал, что он действительно патриот и действительно хочет независимость. Но после того, как я узнал полностью систему, я варился в этой кухне, вырос в этой кухне, когда я понял, что у них никогда не было защиты независимой, и об исламе вообще ничего не было, я понял, что я зря болел, и зря бегал за этой системой. И это сегодня мы все видим, что это предательство было в отношении чеченского народа. Дудаев, кто Джохар Дудаев? Да, он для кого-то он герой. Но сколько он убивал мусульман в Афганистане, самые, как это называется, ковровые, метания, придумал Дудаев, чтобы убивать мусульман. И почему он появился у нас? Почему грушник Басаев появился у нас? Почему штабник Масхадов появился у нас? Почему которые работали, были, занимали должности в подводных лодках, атомных, почему одновременно все эти полковники, генералы появились у нас в республике, и параллельно политики Хаджиевой, Завгаевой, Хазбулатовой, другая сторона, почему они тоже появились, и почему нас разделили, почему у нас были митинги, почему нас травили друг против друга, почему началась война. Это очень много вопросов, которые до сих пор мы сами не можем ответить. И я думаю, что со временем точно будет ясность, и все граждане будут с пониманием относиться к тому, что они были врагами нашего народа. Спросили Кадырова и про высказывание Сакурова Путину. Рамзан Ахматович, на ваш взгляд, высказывание Сакурова, чем и насколько опасны, который считает, что северокавказские республики, они не видят свое будущее в России, и что там правят падишахи, и что их надо просто отпустить, я цитирую его, отпустить из состава Российской Федерации. Ну и еще, говоря о падишахе, не вас ли он имел в виду, Рамзан Ахматович? На самом деле, такие, как Сакуровы, создавали инциденты внутри государства, как говорил президент наш Владимир Ильич, победить нельзя, а внутри можно развалить наше государство.
Поэтому Путин сам и разваливает нашу страну изнутри. При его правлении за десятилетия были закрыты тысячи заводов, школ и больниц. Развалена оптимизированная им медицина и образование. Страна закупает из Китая абсолютно все, так как нет собственного производства. А те предприятия, которые что-то и производят, делают это из поставляемых из Китая деталей. Страна деградирует уже почти 10 лет, и просвета в обозримом будущем не видно. Уже никто даже не осуждает тех, кто принял решение эмигрировать в цивилизованные страны. Ведь после свержения путинизма в стране на ее восстановление уйдет не 1 десяток лет. Следующее слово дали основателю издания Daily Storm. Долгое время Анастасия Кашеварова работала заместителем главного редактора газеты «Известия» и редактором интернет-портала Life.ru, провластных изданий. Устав от цензуры редакции, она решила создать общественно-политическую площадку, на которой могли бы высказываться журналисты с разными взглядами и мнениями. Кашеварова спросила про похищение людей в Чечне. Сперва я обрадовался, что хоть кто-то задал этот вопрос, тем более самому обвиняемому в этих преступлениях. Однако, несмотря на то, что данное издание я оцениваю довольно высоко, которое я сам периодически читаю, то ее основательница разочаровала меня своим постыдным чрезмерным лизоблюдством. Говоря на пресс-конференции, возможно, судя по описанным событиям про Тумсо Абдурахманова, она не назвала его ни по фамилии, ни по имени, а неоднократно назвала его жидкобородым европейцем, пытаясь излишне польстить кадыровской бороде и унизить оппозиционную. При этом даже сам Кадыров не понял, про какую еще жидкую бороду она говорит. Представительница издания повела себя в данной ситуации как типичная пропагандистка, которая не назвала врага Кадырова, а использовала свои сравнения. Это как ситуация у Путина с никому не нужным блогером и берлинским пациентом. При этом основательница Daily Storm заявила, что лично ходила по кадыровским тюрьмам и там якобы никого не нашла. Анастасия Кашеварова, главный исполнительный директор Daily Storm. О, неужели Настя здесь? Добрый вечер, Рамзан Ахматович. Добрый вечер всем собравшимся в этом зале. У меня два вопроса. Не могла остановиться на одном. Первый вопрос такой. Вас критиковать очень опасно, Рамзан Ахматович. Вот один жидкобородый европеец сказал, что те, кто вас критикует, потом пропадают. Пропадают также родственники. И привел список из 17 человек. Собственно, где вы их всех держите? В тех же тюрьмах, в которые я ходила и никого не нашла? Вот где этот тот самый подвал? Может быть, вы проведете экскурсию по нему? И как вы вообще относитесь к критике? И если вас попросят извиниться, можете ли вы извиниться? А второй вопрос... 17 человек, это когда они потеряли? Ну вот, несколько дней назад он говорил, что вот 17 человек куда-то забрали и фамилии привел. Несколько дней назад тут кто-то, я читал, что за 2001 год у нас похищено 5000 человек. Я это тоже прочитал. И я даже справку запросил. У нас вообще за все это время, сейчас даже справку я взял. Если я знал, что этот вопрос зададут, вот, за последние 3 года 317 заявлений, сообщений по факту без вести исчезнувших граждан. Из них было установлено местонахождение 264, а 48 материалов было направлено на иные территориальные органы внутренних дел по субъектам Российской Федерации, вот так. А на самом деле этот вопрос подняли блогеры европейские, так называемые. С жидкой бородой. А? С жидкой бородой. У меня микрофон заработал. С жидкой бородой. Жидкой бородой? Да. Я не знаю. Есть такая густая, а есть вот как у них. Ну, вот они... А? Я не понимаю, жидкой бородой, я не знаю, но я думаю, что вот они всячески старались, вот навалить на нас, что мы кого-то убили, этот человек оказывается живым. Мы кого-то там расстреляли, то же самое, он оказывается живой. Ну, последний, самый,
этот человек, который, да, он, не знаю, у него борода или козлиная, или мужская, да, он даже, да, он соизволил себе сказать, что Ахмад Хаджи не знал арабского языка, да, он. Хотя Ахмад Хаджи, да, был отличником со школьных скамеек, да, он. И он заканчивал, да, школу, все знают, как закончил институт, как он проходил практику, все знают, да, он. И этот черт соизволился, да, он, сказать, что докажите мне, да, он, что Ахмад Хаджи знал арабский. Ахмад Хаджи знал грамматику лучше, чем арабы, да, он грамматику арабскую знал, да, он. И все это, да, подтверждали, да, он. Ну, и сейчас они, да, он, говорят, что похитили, да, я тоже слышал, женщин, родственников. Ну, я вот... Там есть список 17 человек. Да, 17 человек, да, он, говорят, что, да, он... Ну, я задал вопрос, да, он, Росгвардии, МВД, ФСБ, у них такого информации нет, да, он. Если у них есть, да, он, да, если где-то что-то есть, мы с удовольствием, да, он, да, будем искать. В общем, Кадыров заявил о своей непричастности к похищениям и вообще к преступлениям против чеченцев. Дело в том, что тут опять прослеживается аналогия с Путиным, который, ликвидировав всю оппозицию в стране подчистую, не может остановить свою репрессивную машину, набравшую обороты. Так и тут, ликвидировав террористов, для Кадырова террористами стали люди, критикующие его правление. По данным мемориала и Human Rights Watch, Кадыров, например, ввел практику коллективного наказания, когда в отместку за уход в лес боевиков у их родственников сжигались дома. Были созданы секретные тюрьмы, которые использовались для пыток задержанных с целью получения информации или запугивания и для удержания заложников из числа членов семей боевиков. Теперь, очевидно, такие меры используются против родственников инакомыслящих критиков чеченской власти. Согласно опубликованному в 2017 году докладу Human Rights Watch, за более чем десятилетнее пребывание во главе Чечни Рамзан Кадыров постепенно выстроил в республике режим личной тирании, безжалостно искореняя малейшие проявления несогласия. При этом федеральный центр предоставлял Кадырову практически полную свободу в том, что касается нарушений прав человека и репрессий. Правозащитники и политические оппоненты неоднократно обвиняли Кадырова в причастности к заказным убийствам. Ряд критиковавших Кадырова журналистов, правозащитников и политиков были убиты как в России, так и за ее пределами. Бывший боевик, а позже охранник Кадырова Умар Исраилов, бежавший в Австрию, утверждал, что у Кадырова есть расстрельный список из 300 личных врагов, подлежащих уничтожению. В 2009 году был убит и сам Исраилов. Одной из первых из этого списка была убита критиковавшая Кадырова журналистка Анна Политковская. Кадыров тогда заявил о своей непричастности к ее убийству, сказав, что тем самым его честное имя решили очернить. Тайный неуловимый очернитель, впрочем, продолжает свою работу по очернению Кадырова и не прекращает убивать неугодных ему людей как в Чечне, так и по всему миру. Спросили Кадырова и о новых репрессиях независимых СМИ. Целый ряд зарубежных, а также прозападных, так называемых либеральных СМИ, которые зарегистрированы в России, безнаказанно в течение уже многих лет проводят антироссийскую информационную войну. Они проводят агрессивные атаки против нашей страны, против нашей республики, против нашего руководства. В связи с этим, Рамзан Ахматович, может, пора уже наказывать их? Они давно это заслужили. Может, на федеральном уровне принять конкретный закон и на основании этого закона привлекать эти антироссийские средства массовой информации, которые ведут подрывную деятельность на территории, в том числе и нашей республики, их привлекать к уголовной ответственности. Этих продажных агентов иностранных, их надо, если мое мнение, сажать пожизненно за предательство, за измену Родины. Все эти высказывания переплетаются с недавними заявлениями Симоньян, заявившей нечто подобное. А если мы считаем, что Родине изменить можно,
и Родине изменяют, и при этом не надо этого делать, что это тяжелое, страшное преступление, которому нет никакого оправдания, как я, например, считаю, то эта статья не просто должна там висеть для красоты, буковками напечатанная, она должна использоваться в тех случаях, когда она может быть использована. Иначе все это превращается в такой лицемерный фарс. И я даже имела диалог с одним из этих товарищей, которые сейчас в бегах, которые называют себя журналистами и считают, что они делают свою журналистскую работу. Репрессии путинского режима на самом деле совсем скоро уже дойдут до того момента, что будут пожизненно сажать представителей независимых изданий, рассказывающих про коррупцию, преступления и произвол высших чиновников страны. Роскомнадзор, для примера, сейчас блокирует расследование издания МБХ Медиа, принадлежащего Ходорковскому, и издания «Проект», признанных Путиным нежелательными, писавшими о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в новогодние праздники совершал перелеты по Финляндии на самолетах специального летного отряда «Россия», что обошлось бюджету в 8 миллионов рублей. В другой заметке говорилось про сооснователя Русского афонского общества, бизнесмена Константина Голощапова, который владеет коттеджным поселком на горнолыжном курорте. Стоимость базы отдыха оценивается примерно в 13 миллионов евро, и она работает в убыток. Предпринимателя называют массажистом Путина. Голощапов однажды помог вылечить будущему главе государства спортивную травму еще во время его активных занятий дзюдо. Теперь массажист является миллиардером. Также сейчас блокируется статья про продажу ведущей России-1 Наили Аскерзаде участка на Рублевке стоимостью в 2,8 миллиарда рублей. Среди других требуемых к блокировке материалы об одной из любовниц Путина, Светлане Кривоногих, Юрии Ковальчуке, его соучастнику по ОПГ «Озеро», Аркадии Ротенберге, том же Рамзане Кадырове, Дмитрии Медведеве и других известных российских политиках и олигархах. Ведь расследовать эти преступления никто не будет, все свои, а вот знать о них россиянам не положено. Или вот еще пример. Роскомнадзор на днях заблокировал сайт проекта ОВД-Инфо за оправдание экстремистских и террористических объединений. А ведь эта организация помогает задержанным на акциях протеста, помогает найти им бесплатных адвокатов и бесплатно помогает оформить и направить в ЕСПЧ жалобы на произвол властей. Высказался Кадыров и про Украину, заявив, что это территория России, и он давно бы уже разобрался с ней, если бы ему поручили. Даже элементарно украинский проблемный вопрос, это даже не уровень президента страны, это мой уровень, Если мне поручили бы, я давно бы решил бы этот вопрос, Или присоединил бы Чеченскую республику, Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос Поэтому, и все-таки есть, государственные нормативные правовые, договоренности, что не позволяют, принимать такие решения. Но мое глубокое убежденное мнение, что если господин Зеленский и его команда так будет вести себя, то Украину должны давно присоединить нашей страны. Украина это наша народ, украинцы наш народ, это и наша территория. А вот такие были заявления Кадырова на пресс-конференции. Сажать иноагентов пожизненно, поскорее начать войну с Украиной и забрать ее территории и так далее. Уж больно его действия очень похожи на действия Лукашенко, который верещит, что перекроет газ Европе, будет еще больше ввозить на границу мигрантов и тому подобное. Таким образом он пытается еще больше понравиться Путину. 96% россиян не хотят никакой войны с Украиной, не хотят арестов и ликвидации независимых СМИ и журналистов. А Путину лестно, что кто-то, кроме этих 4%, поддерживает его идеи. За это можно и денег выделить из налогов россиян. Пользы от такой пресс-конференции, как и от путинской, ровным счетом никакой. Но не удивлюсь, если провластные социологи, так же как на днях писавшие про выросший рейтинг Путина после конференции, заявят, что рейтинг Кадырова вырос с 99,7% до 100%.